Москва вынуждена открывать границы России для соотечественников, для огромного количества соотечественников, которые жили с нами некогда в едином государстве, в Советском Союзе. Это мигранты из Азии, это мигранты из Закавказья. И самое главное, это сыны Кавказа, которые около 150 с лишним лет назад вынуждены были покинуть Кавказ и обосноваться в землях Османского султаната, который потом оказался поделенным на такие страны, как Турция, Иордания, Сирия, Ирак, балканские страны. Только в одной Сирии около 100 тысяч только черкесов живет. Я уже не говорю про дагестанцев, чеченцев, осетин, представителей тюркских народов Кавказа, карачаевцы, балкарцы. И они возвращаются сегодня на Кавказ. Не так много, как нам хотелось бы, но несколько тысяч уже вернулось, они интегрированы снова в кавказское общество, они обрели снова свою родину, некогда покинутую, и о которой они грезили на протяжении десятилетий. И я бы очень хотел, чтобы миграционная политика России была мягче по отношению к соотечественникам, по отношению к разделенным народам, каковым является в том числе и мой лезгинский народ, поскольку большая часть лезгинского народа проживает за пределами России, в Азербайджане. И к ним российские чиновники относятся как к людям третьего сорта, несмотря на то, что они плоть от плоти коренного российского народа, который сыграл не последнюю роль в истории становления российской государственности.